Сегодня у нас в студии Масума Баширова. Добрый день, Кундуз. Реализовали множество проектов. Как вообще начинался ваш путь? Профессиональный рост мой весь, он состоялся здесь, в этой стране. Попав в какую-либо трудную жизненную ситуацию, да? Были 90-е года, 91-й, 92-й, когда было очень тяжело жить в бывшем Советском Союзе. Вы работали на производстве, и в какой-то момент, Министерство легкой промышленности прислало запрос о направлении меня в филиал Худжанского политехнического института. как профессионал, все это происходило в Таджикистане. В какой-то момент вы переехали в Кыргызстан, да? Началась гражданская война в Таджикистане, и это страшно. Когда мы говорим о переменах в обществе, часто на ум приходят громкие реформы, технологии или политические инициативы. Но подлинные изменения начинаются с людей, которые способны объединять, вести за собой и создавать системные решения. А сегодня у нас в студии Масума Баширова, исполнительный директор Ассоциации развития образования в Кыргызстане, лидер, руководитель с видением, лидер, который умеет слушать, обучать и вдохновлять. Она строит мосты между государством и гражданским обществом. Добро пожаловать, Масума. Добрый день, Кундуз. Рада вас приветствовать у нас на подкасте. Масума, вы выросли в многодетной семье и получили высшее образование в Киеве, реализовали множество проектов, руководите Ассоциацией развития образования в Кыргызстане. Расскажите о себе, о том, как вообще начинался ваш путь. Ну, если говорить, как начинался мой путь, то в нем очень много таких стечений обстоятельств. Я родилась в Кыргызстане, на юге Кыргызстана, Ожская область, тогда это был город Кызылкия. Мой папа, он был руководителем на железнодорожных он железнодорожник по образованию. И так как он был партийным работником, его часто перемещали, да, в Ташкумур, Кызылкия, Пролетарск. Это тогда была единый союз, единая такая ветка. И вот так мы кочевали между Таджикистаном и Кыргызстаном, ну, Киргизская республика тогда это считалось. И уже когда у нас в семье было четверо детей, я родилась четвертым ребенком, и в какой-то момент мама сказала, что нужно остановиться, потому что подошел период отдавать детей в школу. И вот это кочевание, как мама его называла, может, ну, не совсем способствовать. И мы, последнее место работы папы было в Худжанде, тогда это назывался Ленинабад, город, Таджикская ССР была, и мы там обосновались, и мое детство, в принципе, прошло там. Я закончила школу в Таджикистане, и потом оттуда уехала учиться действительно в Киев, в технологический институт легкой промышленности, и вернулась опять-таки в Таджикистан, потому что там была моя семья. Но опять сложились так ситуации, что мы вернулись в Кыргызстан, и уже все оставшаяся жизнь, ну, в смысле, вот профессиональный рост мой весь, он состоялся здесь, в этой стране, в нашей стране. Да, да. Когда мы с вами ранее обсуждали, вы рассказывали о том, что вы рано потеряли отца, да, и ваша мама в какой-то период взяла на себя ответственность и практически поднимала вас, дала высшее образование. Да, это, история, действительно, мама, мы считаем ее герой. Для меня она вообще вот по жизни, да, вот на кого надо равняться, потому что нас было шестеро в семье, и я потеряла папу, когда мне было 16 лет. Это был 9 класс. До меня было трое детей, 2 мои сестры уже учились в институте, брат был в армии. И, вот это, период, когда не стало папы, это как раз был момент, когда через год я должна была поступать. И папа, он болел очень длительно, и, он не мог говорить. И в последние, ну, дни он написал маме записку, что девочкам обязательно надо дать образование. И вот это стало для моей мамы лозунгом. У моей мамы, она заканчивала в свое время медицинские курсы, но, будучи замужем за папой, она практически не работала, была полностью погружена, в домашние дела, воспитание детей. И, конечно, для нее это было, вот то, что папа написал, как указание. И она старалась его выполнить. И когда подошел момент моего поступления, на
на мой запрос маме, что может мне поступить заочно, она сказала: "Нет, ты должна поступать, потому что, ну, мы все учились хорошо". И тогда видение было у родителей, что мы должны быть медиками. 2 мои сестры уже в мединституте учились, и они предполагали, что я тоже поеду в мединститут поступать. И, Но вы не хотели. но я не видела себя медиком. Я до сих пор боюсь шприцов, уколов, и для меня это было нонсенс. И я, конечно, полетела в Душанбе, потому что было ближайшее, куда можно было поступать в мединститут. Но такое стечение обстоятельств, что я встретила своего одноклассника, который мне сказал: "Ты знаешь, что можно поступать в центральные вузы? Пойдем". И там была как раз встреча, он поступал в Бауманское училище, а я там увидела институт легкой промышленности. Я очень любила шить, я с детства шила, это было моей отдушиной, я обожала это дело. И, конечно, и когда я увидела это, я сдала документы, прошла, тогда можно было пройти, сдав 2 экзамена успешно. И когда я вернулась домой, поступив и сказав маме, что я не поступила в мединститут, а я вот сдала, и я поступила в Киев, я очень благодарна маме, что она поддержала мою идею. Я понимала, что это очень накладно. После меня еще было 2 сестренки, которые только-только, одна еще даже в школу не ходила, другая в начальной школе. И я понимала, какие это расстояния лететь с Ленинабада до Киева. Это финансово накладно, это далеко, мы никогда не уезжали. Но мама сказала: "Раз ты поступила, это твой выбор, ты должна учиться". И я, еще раз говорю, я очень благодарна за ту поддержку, которую она мне тогда оказала, потому что я, по моему мнению, во-первых, я получила очень хорошее образование, и вот это была первая закладка в меня для достижения того, что я сейчас имею, потому что я считаю, что образование должно быть качественным, а для девочек особо, потому что нужно девочкам иметь образование, потому что есть такие хорошие слова, что общество, которое не дает доступа к качественному образованию девочек, оно уже обречено на неуспех. Образованная женщина — это много значит и для семьи, и для детей, и для государства. И экономическая составляющая здесь, конечно же, играет роль, да? Образованная женщина, может, спокойно обеспечить себя и ребенка, попав в какую-либо трудную жизненную ситуацию, да? Ну, даже не в жизненную ситуацию. Я закончила вуз и вернулась, мне опять посчастливилось. Я очень благодарна своей вуз. Вообще, как складывались у меня в жизни дела, я вернулась на очень хорошее швейное предприятие. Это было швейное объединение, модернизированное, которое работало на заграницу, на выпуск изделий на заграницу, коллектив. Можно было много чему учиться, но были 90-е года, 91-й, 92-й, когда было очень тяжело жить в бывшем Советском Союзе. И именно вот моя специальность, она позволила мне жить, ну, финансово быть независимым, потому что я могла шить, я одевала своих сестренок, я могла делать это на заказ, зарабатывать какие деньги, когда вот эти реформы пошли. То есть это очень важно. Да, женщина образованная, она всегда найдет возможности быть экономически независимой. Да, абсолютно с вами согласна. Вот вы говорите о том, что, учеба в Киеве, это фундамент, да, который в дальнейшем, очень помогло, поддержало вас в вашем становлении как личности, как профессионала, как экспертки. И, вот расскажите про тот период, каково было молодой, 16-17-летней девушке переезжать абсолютно в другую страну, жить, учиться абсолютно одна, и как Ну, вообще складывалось страна была тот период, да, да, вашей страна жизни? была одна. Это был Советский Союз. И, конечно, с этой точки зрения казалось бы, что, ну, не так страшно. Но я выросла в маленьком городке, и мне пришлось поехать в столицу большой республики, да. Во-первых, первые мои впечатления: у нас не было прямого рейса. И мне пришлось летать через Ташкент и прилететь впервые. Первую ночь я в Киеве провела на вокзале, потому что, прилетев, это был уже 5-й час вечера, приемная комиссия закрыта, меня никто не ждал. И мне пришлось оставить чемодан, попросить в общежитии чемодан, переночевать со своими документами на вокзале железнодорожном, и потом утром приехать в институт, сдать свои документы и уже поселиться в этом. Это было первое.
Второй город очень большой. Я, 1 месяц я даже не могла ходить, потому что Крещатик, так много людей, меня разворачивала толпа, не в том направлении, потому что такое количество людей я видела у нас в городе только на параде. А так нет. Но опять-таки, очень важно, кто вокруг тебя. Вот эта поддержка, которую оказывали, во-первых, мои однокурсники. Да, у нас не было разделения, что ты приехал с Азии, а я приехал с Украины или откуда-то. Вот это и преподаватели. Я попала в очень хороший вуз с очень вот там был академический такой дух интеллигенции. Наши профессора, я с благодарностью вспоминаю, нас с нами говорили на «вы» все время. У нас спрашивали: «Как вы думаете? А как вы считаете?» Да, и вот это вот как-то для меня, провинциалки, как-то одухотворяло. И, конечно, условия. Была хорошая база, были все возможности для того, чтобы ты учился. Ну и, конечно, поддержка, мамы, потому что первое время, первый месяц я прям звонила и плакала. С одной стороны, я понимала свою ответственность, потому что это был мой выбор, и я не могла сказать, что я возвращаюсь, но было очень тяжело привыкать ко всему этому. И мама говорила: «Ты сможешь, у тебя получится, у тебя все будет хорошо». И это было очень важно в то время. И действительно, вуз дал мне очень хорошую, фундамент. Приехав, на свое место работы первое, м, у меня довольно-таки после собеседования с генеральным директором объединения меня сразу поставили заместителем главного технолога, что, конечно, для молодого специалиста это, но это все благодаря вузу, тем знаниям, той платформе, которую он дал. Потому что у нас генеральный директор, он все время собеседовал с молодыми специалистами и после собеседования определял, на какую позицию, на какую должность поставить. И это, ну, наверно, вот это как раз было, доказательство того, что образование, полученное мною, оно было действительно качественным. Да, действительно было качественным, потому что, а, вы работали на производстве, и в какой-то момент, вам предложили, а, поставить, основать, точнее, да, кафедру, факультет, Ну в университете. да, не основать, конечно. Ага. А, Там тоже такая ситуация, опять стечение обстоятельств. У меня знакомые, они работали там в Ленинабаде, был, техникум легкой промышленности, и они мне сказали, что не хотела бы ты попреподавать в нем. Конечно, для этого должна была проситься у генерального директора, потому что часы дневные. Зайдя к нему и объяснив ситуацию, он сказал: «Нет, техникум не рекомендую, но скоро я знаю, что Министерство легкой промышленности планирует открывать направление конструирования технологий швейных изделий в нашем филиале политехнического. Как только это будет, вы пойдете туда, потому что специалисты нужны». И действительно, через какое-то время, буквально я через 3 года, Министерство легкой промышленности прислало запрос о направлении меня в филиал Худжанского политехнического института, для того, чтобы на кафедре технологий текстильных изделий открыть направление, конструирования и технологий швейных изделий. И вот мы разрабатывали. У нас было 2 преподавателя с таким образованием, и практически первый выпуск наш был построен на всех наших программах. Сейчас эта специальность очень укрепилась. И вот в моем первом выпуске я была еще куратором первого выпуска. Это было удивительно, потому что у нас из 27 студентов 5 было девочек и 22 парня на технологии швейных изделий. Но тем не менее, в принципе, результаты есть, и я очень довольна, потому что сама по себе мне всегда нравится что-то новое. Когда человек долго на своей позиции, он уже работа переходит в рутину. Тебе кажется, ты все знаешь. А когда тебя вот так меняют, это новые горизонты, новые какие-то цели и новые возможности. Конечно, это не так легко. Конечно, это требует новых компетенций, новых знаний, но это интересно. Насыщенная жизнь, да, за счет этого, смена обстановки. И, еще со школьных лет, с детства вы часто переезжали, да, и в какой-то момент, а, ваш период, становления, работы как профессионала, все это происходило в Таджикистане, и в какой-то момент вы переехали в Кыргызстан, да? Как так получилось? И Ну, это получилось опять-таки от внешних причин. Мы знаем, что в 90-х годах, 95-й, 96-й, 7-й, началась гражданская война в Таджикистане, и это страшно.
И мы в какой-то момент с семьей решили, что мы будем переезжать. И мы переехали сюда, потому что в этот момент, ну, во-первых, у нас сестра одна была замужем здесь уже, родственники были. Вообще сама, как мы очутились в Центральной Азии, это 30-е годы, раскулачивание, да, когда семью отца просто выселили, так скажем, ну, не только семью, многих тогда выселяли, многих народностей в Казахстан, за что, конечно, мой отец всегда благодарен Казахстану за то, что принял, который дал возможность, да, вот и развиваться, и все. И так вот как-то получилось, что мы были в Азии все время. Но мы выбрали ам, Бишкек, потому что это было и недалеко, и все равно это Центральная Азия. Мы выросли, впитали вот этот дух, всё, и нам было так легче. Мы переехали сюда, и конечно, было сложно, потому что, там была работа, там было все уже определено, все знакомые, все тут на новом месте. Сложно, но опять-таки люди и вот открытость людей. Мне очень понравилось, когда я долго искала работу, потому что я приехала в статусе преподавателя высшего учебного заведения. Естественно, первым делом я пошла в политехнический, институт. Конечно, мой диплом всем нравился, все говорили: Мы были, мы знаем, хорошо, но приходите завтра, приходите послезавтра». И как-то так получилось, что в какой-то момент я уже потерялась, целый месяц я ищу работу, у меня нет работы, и для меня это нонсенс, потому что я всегда работаю. Мне кажется, у нас в семье все всегда работают. И мой родственник дальний, он сказал: "Ну, что ты так печалишься? Пойдем". И повел меня в 17-й лицей профессиональный. Это раньше ПТУ, а знаете, что в советское время ПТУ всем пугали, и для меня было нонсенс, что я такая и в ПТУ, но мы пришли в это учебное заведение, и я хорошо помню, как нас встретил директор. Тогда директором была Еременко Надежда Сергеевна, и она сказала, мой родственник, он сказал: "Я привел вам, знаете, какого специалиста?" И ее ответ был: "Нам специалисты нужны". И это было все. Я сказала: "Я останусь здесь". Несмотря на то, что это маленькое заведение, там не так много этих. И когда она посмотрела, ну, мою трудовую книжку, мой диплом, поспрашивала, и она так с таким сожалением говорит: "Вы нам так подходите, но у нас нету ставки преподавателя. У нас есть только ставка мастера производственного обучения". Я понятия не имела, кто это мастер производства обучения, но вот это эмпатия, которая у меня возникла, да, вот как меня встретил директор, сказал: "Я согласна". И опять я очень благодарна моему наставнику, Раисе Семеновне, которая прям вводила меня в эту профессию. Я не знала, что это, и это было сложно, но это было интересно. И вот с этого момента я поняла, что ПТУ — это не такая страшная система. Это лучшая система, потому что при Союзе это как одна большая семья. И когда я стала работать в системе, я большую часть своей профессиональной деятельности, оказывается, провела в системе профтехобразования, в частности, в начальном профессиональном образовании. И эта система позволила мне вырасти, да. Я буквально месяц поработала мастером, потом освободилась, позиция преподавателя, я ушла преподавателем, через год я уже стала замдиректором. Ну и так это все и пошло. И я хочу еще раз подчеркнуть, как важно вот, поддержать специалиста, да, когда к тебе приходит, как важно оказать вот это наставничество, помогать, не ставить препоны. И тогда можно раскрыть в человеке все его возможности, которые в нем заложены. Вот и после профтеха у меня была возможность поработать еще в колледже, и мне очень нравится, потому что когда ты работаешь с 15-летними, 17-летними, это люди, которые верят в тебя, ты для них пример, они хотят брать от тебя, и ты можешь дать им что-то. И я вижу уже результаты своих, да, трудов, когда мои выпускники занимают какие-то позиции. Одна моя выпускница из Худжанского филиала, она сейчас работает в правительстве Таджикской республики, да, и ты понимаешь, что ты стояла у истоков становления, и это очень приятно. Вот. И выпускники здесь, которые у меня есть директора, есть кто выигрывает в каких-то конкурсах, и ты понимаешь, что ты какое-то зерно разумное посеяла, что-то заложила, они что-то взяли и у тебя. Ну, то есть вот так как-то. Да, так интересно слушать о том, что, да, действительно, каждой, да, каждому человеку на пути встречаются разные люди, да, и здесь вопрос, насколько ты
открыт этому миру, насколько мир открыт для тебя, да, и вот этот период, который вы, проживали, после переезда, а, представил или же познакомил вас, с прекрасными людьми, которые в дальнейшем стали вашими наставницами, да, и поддержали. И еще одна ступень, да, в вашей жизни такая интересная, насыщенная, да, учитывая, что вы и работали и с молодежью, и постоянно развивались. И вот здесь мне запомнилась ваша фраза «учиться у своих детей не стыдно». И как это понимать? Потому что сейчас действительно, да, очень много новых технологий, развития искусственного интеллекта и так далее, и так далее. То есть нам нужно быстро-быстро учиться и адаптироваться в это общество, которое быстро меняется. Сейчас действительно мы живем в очень удивительное время, когда очень много технологий, когда быстро все меняется. Но я всегда, мне ребенок говорит: мама, вы одной ногой остались в том 20 веке. Действительно, ну вот я закончила вуз, у меня были фундаментальные знания, и в тот период при той экономике они мне сильно помогали. Сейчас бы, наверное, это не сработало, потому что технологии быстро меняются. И я, да, говорю, что не стыдно учиться у своих детей, потому что сегодняшняя молодежь, они уже как-то больше, они гибче, они быстро адаптируются в той же цифровизации, да, они быстро находят выходы вот в этих всех гаджетах, чего не скажешь о нас. Я зачастую учусь у своего ребенка, и плюс ко всему вот этой гибкости, адаптации, потому что сейчас молодежь должна быть такой, и мы должны тоже быть такими. Если мы хотим комфортно себя чувствовать вот в современном мире, мы должны меняться, мы должны учиться этим инновациям. И сейчас не зазорно, мы можем учиться у молодежи, потому что не должно быть такого понятия, что наставник должен на 20 лет быть старше тебя, потому что у него есть опыт. Сейчас главное, опыт приходит молниеносно, да, и учиться можно всегда и везде. Почему мы сейчас говорим об учении на протяжении всей жизни, да, мы все больше и больше говорим, что о необходимости создания условий для обучения взрослых, потому что мир такой, сейчас все должны учиться. И мне кажется, учиться не зазорно, учиться надо. Для себя же, для своего собственного комфорта. Образование взрослых и оно же все равно отличается от, классического. Имеется в виду, например, оканчивает школу, есть определенный возрастной период, потом поступает в университет. Тоже как бы, да, да, у нас сейчас, вносятся какие-то изменения, люди убирают вот эти установки и поступают там в 40-летнем, 50-летнем возрасте, осваивают новую профессию, да. Но, это не всегда так было. И Я поняла. Ну, почему тут нужно ответить на вопрос, почему взрослый идет учиться? Взрослый идет учиться, потому что у него есть потребность конкретная в данный момент, в данную минуту. И поэтому он приходит на обучение с определенной целью. Молодежь тоже учится. Конечно, нельзя сказать, есть какая-то когорта, которая тоже приходит с определенной целью, но они учатся 5 лет. За 5 лет они накапливают свои знания, и потом только через 5 лет выходят на рынок труда. У взрослого, у него потребность. Он хочет сейчас научиться и тут же использовать эти знания, тут же использовать эти навыки для того, чтобы потому что у взрослого есть ответственность, да, у нас есть семьи, которые мы должны там, дети, которых мы должны там воспитывать, помогать им, да. И поэтому мы берем знания, которые нам помогут сегодня в этом вот, в данном моменте выполнять свои функции, свои ответственности, свои обязательства. Вот это, мне кажется, принципиальное отличие. И потом, взрослые приходят со своим опытом. У него есть какой-то предшествующий опыт, и он хочет его либо усилить, либо заменить для того, чтобы опять-таки для своей комфортности. Мне кажется, вот в этом специфика обучения взрослых потребностей. Он приходит с определенной целью, он приходит со своим опытом, и ему нужны знания, которые пригодятся ему не через 5 лет, а прям сегодня или завтра для решения каких-то своих обязательств. насколько я знаю, вот Ассоциация развития образования в Кыргызстане, в эту ассоциацию входят различные организации, да, охватывают различные, а, категории людей. И
вы как раз-таки даете это образование, возможность взрослым обучаться. В ассоциации у нас две цели такие поставлены, да. Первое — это содействовать доступном качественном образовании для всех и на протяжении всей жизни. То есть это говорит о том, что мы не занимаемся какой-то специфичным уровнем образования, то есть там школой, дошколой для всех. И вторая цель — это у нас сетевое объединение организаций гражданского общества для того, чтобы продвигать общие интересы. И в этом отношении у нас 16 членов сейчас. Это организации все, они связаны с образованием и разные. Кто-то занимается инклюзивным образованием, кто-то занимается образованием взрослых, кто-то гражданским образованием, кто-то молодежью, кто-то дошколятами. Но есть общее понимание, что допуск к образованию должен быть у всех. Есть понимание, что инклюзивность в образовании должна быть. Есть понимание гендерного равенства, да, в образовании, не дискриминации никого по признаку гендера там, или социального статуса должно быть. И вот это объединяет наши организации, и мы стараемся совместно помогать, где мы можем, государству, да, и отдельно, допустим, преподавателям или учителям через проведение семинаров, тренингов. Мы работаем с молодежью, и параллельно мы проводим тренинги и семинары, такое же обучение внутри своих организаций для того, чтобы понимать, как организовывать процесс, как выстраивать его внутри организации. Ну, вот как-то вот в этом сейчас мы работаем, в такой области. Да, мы с умом вы сказали, что последние 5 лет вот работаете исполнительным директором ассоциации. Когда вы пришли в эту организацию, вы ставили наверняка перед собой какие-то определенные цели. Каким результатом вы пришли? Поделитесь ими. Когда я пришла в организацию, сразу скажу, я была белый лист. Я ничего не понимала. Я, наверное, долго сидела и думала, зачем я пришла, что, какая моя миссия, что я должна делать. Но опять-таки вот люди, которые были рядом, встречи, разговоры, просто вот так за чашкой чая, я стала более-более углубляться. Но какие у нас цели были? Во-первых, я как исполнительный директор, моя первая цель — это, во-первых, чтобы была организация прозрачная, открытая, полезная и, конечно, устойчивая, да, вот это мои задачи. А, Что-то не могу сказать, что мы прям сейчас идеальная организация. Я думаю, что 5 лет — это для организации очень маленький срок. Но первое, что мы достигли, что у нас, мы сейчас, начали, конструктивно разговаривать друг с другом, понимать, как двигаться к нашим целям. У нас, есть устойчивость, да, нас уже признают. И, через, вот не напрямую, но через своих членов организации мы оказываем какую-то помощь бенефициарам. Например, мы повышаем потенциал учителей, преподавателей, да, потенциал самих учеников по гражданскому образованию. Конечно, мы не можем заменить учителя, предметника, потому что для этого должно быть профессиональное образование, но развивать вот эту гражданственность, да, эмпатию, такие связанные с ответственностью, с любовью к родине, да, к экологическим каким-то проблемам. Эти вещи мы можем делать. И вот этим мы приносим какой-то вклад, да, а, вообще в развитие страны. Мне кажется, вот с этой точки зрения какие-то подвижки есть. У нас много других целей еще, которые нужно достигать. Но самое главное, что есть в нашей организации, что мы вместе. И это самое главное. Потому что, ну, вот эта хорошая пословица «один в поле не воин», она всегда уместна, да, когда люди собираются, обсуждают, и за обсуждениями можно выработать хорошее решение. И я в этом отношении должна сказать, что у нас в стране принято, что многие вещи обсуждаются, и гражданское общество приглашается на обсуждение, да, и это тоже, в этом тоже есть смысл, потому что всегда можно услышать, важно услышать мнение каждой стороны, когда принимается решение, для того, чтобы это принятое решение работало во благо всех. Вы вдохновляете нас своими работами, своей решительностью, своей настойчивостью, всем тем, что вы делаете. А вот что вас вдохновляет? Вы знаете, ну, когда ты видишь результаты, да, тебе хочется делать больше. Когда ты видишь успешность организации, тебе хочется делать больше. Ну и еще меня вдохновляет, конечно, успехи моей дочери.
Она сейчас у меня учится на третьем курсе в ВУЗе. И я смотрю, как она, ну, может, не совсем, как ей нравится учиться. Она активная очень, да, и ради вот такой молодежи хочется делать большее. Вот, поэтому, наверное, вот это результаты твоего труда, как вот в дочь что вложено, и что вот получают другие. Мне очень нравится, когда после наших тренингов преподаватель, учителя говорят: "Спасибо, да, вы нам помогли". Потому что я особенно люблю работать с преподавателями из системы начального профессионального образования, потому что у меня есть опыт, я начинала, я понимаю их. И когда вот твои наработки, что ты делаешь, кому-то приносят пользу, это действительно самое лучшее, что может быть, что будет заставлять тебя двигаться дальше. Иногда бывают периоды, не всегда все гладко и хорошо. Иногда бывают периоды, когда хочется все оставить, что-то не получается, все надо оставлять. Ты уже не можешь, ты не можешь двигаться дальше. Но на утро ты понимаешь, ты вспоминаешь вот те маленькие шаги, которые позволяли кому-то обрести какие-то крылья, да, допустим, и ты встаешь и идешь, ты говоришь: "Ты должна это делать". Вдохновение через результаты тех людей, которому ты чем-то помог. Пусть вот самым маленьким словом, делом, направлением. И это уже вдохновение. Да, абсолютно с вами согласна. Вот вы сказали, что встречаются и сложности. Конечно же, без этого никак, да, без сложностей, без этих барьеров, вызовов, развития. Барьеры, вызовы — это залог развития, скорее всего, да. Вот какие личные принципы вы никогда не нарушите, даже если сложно? Наверное, принцип у меня оставаться собой. Вот с тем стержнем, который в тебе был заложен твоими родителями. Я никогда не смогу переступить через себя, какие бы там блага мне не говорили. Второй принцип — всегда помочь. Если ты можешь, ты должен помочь. Независимо, близок тебе этот человек или когда этот человек там был, но если в твоих руках есть возможность помочь, ты должна помочь. И это не зависит, будет ли это совет, или будет это дело, будет ли это одолжить кусок хлеба или что-то, неважно. Главное — чувствовать вот эту эмпатию к потребностям других. Вот. И третье, наверное, это всегда оставаться человеком. Потому что наш мир полон соблазнов, очень полон соблазнов. Но мы должны понимать, что человечность — это прежде всего. Вот человека никто не заменит. Я думаю, что, наверное, вот так. Это поддержка, и мне кажется, очень важно. Потому что я считаю, что женщину лучше всех поймет женщина, девушку поймет девушка, потому что у нас есть свои особенности. Вот, и это важно. И в этом отношении я вот недавно прочитала роман "Тысяча ярких солнц", да, это афганский писатель. Он посвятил этот роман афганским женщинам, но не суть. И там описаны судьбы двух женщин, которые выросли совершенно в разных, условиях. Одна — это незаконно рожденная девушка, которая все время, ну, преследовалась вот с этим, а другая выросла в полной семье, в любви, совсем. Но вот эти военные действия, которые были в Афганистане, сблизили их. И вот как там описана их солидарность, как они друг другу помогали, независимо от того, что у них разные видения были, и разные воспитания, да. Вот эта женская солидарность позволяла их. И потом в конце, как они описывали, когда одна из них уже умерла, насколько предана она была, другая Лейла, она писала о преданности Мариам, вот как они закалились вместе. Вот как они вместе преодолевали вот эти, ну, распри, которые там были, да. И вот это задуматься еще раз, что действительно женщину поймет только женщина. Полностью. Я благодарна, что у меня 4 сестры, и я по любому поводу я звоню, и это не всегда радость, это в разные. И мы прям чувствуем это, что мы нужны друг другу, нам очень хочется друг другом делиться, и мы уже радуемся достижениям наших детей, и наши дети, да, племянницы тоже друг с другом. Это очень важно. Иметь такое женское сообщество. Да, я столько сегодня услышала слов благодарности из ваших уст. Это на самом деле приятно. Да, действительно, мы не должны забывать благодарить, да, людей, которые нас поддерживают, которые нам помогают, которые нам с нами вместе проходят этот путь. И
Что вы сказали бы женщине или девочке, которая а, чувствует в себе потенциал, но боится сделать шаг? Мне кажется, не надо бояться, надо рисковать. Всегда найдется рядом человек, который поддержит. И я хочу еще сказать девушкам, девочкам, мамам, тетям, давайте девочкам образование. Потому что вот тут я бы привела слова Индиры Ганди. Мне очень нравятся эти слова, когда она сказала, что нужно дать женщинам свободу быть собой не для того, чтобы соизмерять их с мужчинами, а для того, чтобы они могли иметь возможность личного роста через свои возможности и свою индивидуальность. Каждый человек индивидуален, главное раскрыть. И не надо бояться. Я никогда не думала, учась в 10 классе, что я буду преподавать. Нонсенс. Никогда. Я поехала, я хотела быть инженером. Я стала инженером. Но так случилось, что я преподаю. И вот этот шаг сделать, это же тоже было много обдумываний. Но не надо бояться, как я сказала. Рядом всегда будут люди, которые помогут, которые дадут тебе советы, как поступить лучше. И всегда рядом будет мама, твои сестры, твои дети, которые вот будут воспринимать. Самое главное не тушить в себя свои желания и свои возможности. Каждый человек одарен. Мне кажется, каждый. Нету такого, у которого вообще не приспособлен ни к чему. Бог дает каждому. Главное найти свою нишу. Масума, спасибо большое вам за сегодняшнюю вдохновляющую речь, разговор и диалог. Было очень приятно за ваш путь, за вашу честность, за вашу миссию, которую вы делаете, исполняете, достигаете, да? Сегодня вы напомнили нам а, о важности образования. Особенно важно обучать, давать образование, поддержку девочкам, девушкам, да? И образование — это залог развития, залог уверенности, залог успеха. И если вы хотите, вы можете передать слова нашим зрителям, зрительницам. Да, я еще раз хочу подчеркнуть, что образование очень важно. Образованная мама — это спокойствие в семье, это достаток в семье. Я не умеряю роль папы, это тоже очень важно, это добытчик. Но мама — это важно для ребенка. И образованная мама всегда будет стараться дать образование своим детям. Ну и я уже, по-моему, говорила, да, образованная нация — это будущее страны. Это очень важно. И я прошу прям всех, поддерживайте начинания своих детей. Поддерживайте советами, давайте возможность и учитесь всегда. Сейчас ну, невозможно на одном пятилетнем вузовском образовании, прожить достойную жизнь. Учиться нужно постоянно. Поэтому, мне кажется, сейчас образование — это вот вообще, были исследования и сказали, когда говорили, какая компетенция наиболее востребованная сейчас в наше время, и компетенция умение учиться. Это уже и не решение проблем, это умение учиться, потому что знания так быстро устаревают в связи с этими всеми технологиями. И если мы можем учиться, это же не обязательно ходить в вузы. Сейчас очень много возможностей учиться даже у своего соседа чему-то, даже у своей мамы, да, и роль неформального образования возрастает, потому что а, возможности возникли. Онлайн-образование, да, различного рода курсы, мастер-классы, да, которые мы с удовольствием посещаем. Вот, поэтому, мне кажется, научиться учиться — это способность обучаться самому. Это очень важно. Отлично, спасибо большое. И у нас небольшой блиц-опрос. Хымыс или чай? Чай. Жаворонок или сова? Жаворонок. Если бы вы могли оказаться в любом месте мира, где бы вы хотели сейчас быть? Нейсу. Ну, скоро сезон начинается, да? Самое необычное место, где вы провели рабочий день? Мне кажется, это было в одном из кофеен в городе Баку. Я прошлым летом
была у сестры в гостях. Ну, работа не оставляет. У меня был какой-то важный вебинар, семинар, я не знаю, и я вот просто прям в кофейне подключилась, и что-то там обсуждала. Чем, конечно, было вызвало изумление у моих сестер, потому что для них это нонсенс, они медики, и они все свои процедуры делают в рабочих кабинетах. Но у нас, у гражданского общества такая специфика. Вот. Но это здорово, да, находясь в любой точке мира, работать и зарабатывать. Что вы скажете себе в стрессовой ситуации одним словом или фразой? Ты сможешь. Мгм. Книга, которую стоит прочитать каждому. Ну, я вот много, конечно, есть книг, но я бы все-таки порекомендовала прочитать эту книгу «Тысячи ярких солнц», потому что там о судьбе женщины, чтобы понять ее, да, что мы все разные, а, и как можно поддержать женщину, и как тяжело ей, когда идут какие-то политические распри, как идут, когда идут войны, тяжелее женщине. Меня очень тронул этот роман. И, конечно, он не прям такого высокохудожественного стиля, но он реалии описывает. И через него можно понять ценность женщины. Вот, рекомендую почитать. Спасибо. Если бы у вас был день без работы и обязанностей, чем бы вы занялись? И я занялась бы своим любимым делом, чем я занималась и в 7, и в 10 лет я бы шила. Я очень люблю шить, но моя работа сейчас практически не дает возможности этим заниматься. И когда у меня хоть какая-то малейшая возможность, у меня рукоделие, это шитье, это вышивание нет, уже зрения нету, и это вязание. Мгм. Это вот успокаивает. Мои сестры говорят: как, это же так, ну вот, а меня это успокаивает, потому что я люблю это делать. Мгм. А с кем из исторических личностей вы бы хотели поужинать? Я, наверное, бы выбрала Индира Ганди. Для меня она до сих пор загадка. Женщина, которая выросла, да, в богатой семье, такой, в хорошей родословной, и отдать всю себя на служение народу, и ее вот эта вот непоколебимость. Она же иногда принимала очень жесткие меры в Индии для того, чтобы Индию вытащить из нищеты. Мне кажется, это очень сильная женщина. И она знала, что она ходит по лезвию ножа, она знала о покушении, но тем не менее открывала свои двери всем. И мне было бы интересно, потому что зачастую бывает, когда человек в достатке, ему хорошо, и он не думает, как она, вот будучи в такой прославленной семье. И мне очень нравится одну фразу, которую она говорила, и я стараюсь ее придерживаться своих этих она писала, что дедушка ей сказал, что есть 2 категории людей. Люди, которые работают, и вторая категория, когда присваивают славу. И он ей рекомендовал быть в первой категории. И вот эта фраза, что там меньше конкуренции. И я всегда себе тоже вот сижу, я говорю: "Ты должна быть в категории, которые работают". А, Люди сами скажут, чего ты достигла, да, есть, найдут кому. А вот ты должна работать и показывать. И действительно, конкуренции практически нет, когда есть какая-то работа. Ну, я имею в виду в организации, да. А если бы вам дали $1 000 000 на улучшение общества, что бы вы сделали? И я подала это на развитие образования однозначно. На, я хочу, чтобы школы у нас были, ну, мы делаем много, государство делает много, но я хочу, чтобы школы у нас были достойные, да, чтобы дети хотели ходить в эти школы, чтобы они были доступными для всех детей, да, неважно, а, какие у тебя ограничения есть там физические или психологические, они должны быть открыты. И вы знаете, вот зачастую же я хочу, чтобы школы настолько привлекали детей, чтобы не было даже мысли утром у ребятишек, что я не хочу в школу. Я хочу в школу, потому что у меня там создано все для меня. Вот я бы отдала туда. Ну, наверно. Спасибо. И если бы ваша жизнь была фильмом, как бы она называлась? Я бы назвала его, наверное, "Мы рядом". С точки зрения того всех тех людей, которые встречались на моем пути.
и которые поддерживали меня. И вот то, что я сегодня представляю, это заслуга всех того окружения, кто был вокруг меня. Потому что это очень важно, кто тебя окружает, да, и как они к тебе относятся, и вот это выстраивание коммуникации. Конечно, я не скажу, что идеально. Конечно, у меня есть те, которых, может быть, и не совсем устраивают мои позиции какие-то, но тем не менее, по жизни, мне кажется, я прошла легко. У меня не было таких вот прям сопротивлений, каких-то, да, отторжений кого-то или чего-то мнения. И это благодаря окружению и выстраиванию вот этих отношений, мне кажется. Благодарю вас, Масума, за такую интересную беседу, за подробные ответы на наш блиц-опрос. Спасибо вам. Этот подкаст — часть серии о женщинах, чьи успехи строятся не на популярности, а на знаниях, настойчивости и ценностях. С вами была я, Кундуз Джекшенкозы, и Масума Баширова. Подписывайтесь на наш канал и слушайте наши подкасты.